Здравствуйте, я Потапов Андрей, ученик 11 А класса школы МОБУ СОЖ номер 9. Моя тема — киберспорт и подрастающее поколение. Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов: шутеры, стратегии, спортивные симуляторы, файтинги и так далее. Цель — изучить влияние киберспорта для подрастающего поколения. Задача — лучше познакомиться с темой киберспорт, рассмотреть киберспорт с разных сторон, выявить плюсы и минусы киберспорта, провести опрос и узнать, знакома ли учащимся тема киберспорта. Актуальность. В наше время киберспорт сильно охватывает жизнь молодежи и подрастающего поколения. Компьютерный спорт — самый быстро развивающийся вид спорта. Лучше всего киберспорт развит в Китае и Корее. Он популярен тем, что он легкодоступен, и это что-то новое, не имеющее аналогов. Мы провели опрос среди учащихся 11, 10, 9 классов, чтобы узнать, насколько они знают о теме киберспорт. Наш опрос состоит из 5 вопросов. Всего приняло 54 учащихся. Вкратце, почти все знают, что такое киберспорт. Все уверены, что у этого вида спорта есть будущее, но не все следят за турнирами и развитием их любимых игр. Заключение. Появление первых состязаний по играм зародилось еще в далеком 1972 году в Стэнфордском университете. С этого времени и начался старт развития соревнований по играм. В июне 1997 года проводится турнир по Quake, собравший многих фанатов этой игры из США. В этот же год осенью проводится первый киберспортивный турнир по лиге CPL. Эти события легли на основу появления киберспорта. Следующее веское слово в игростроении сказали ребята из Valve. В ноябре 1998 года они выпустили свой шутер Half-Life. Для нас главный интерес представляет не сама игра, а ее модификация Counter-Strike. Позже Valve выкупили права на Counter-Strike и занялись продвижением игры как киберспортивной дисциплины. В начале 2000 года Южная Корея совместно с компанией США дали понять мировому киберспортивному сообществу, что не только США могут проводить крупные турниры. Современный спорт невозможно представить без научной базы и фундаментальных исследований. Киберспорт старается не отставать, и вот совсем недавно начали открываться кафедры компьютерных игр в нескольких институтах мира. Помимо технического совершенства, игровая индустрия должна подняться на новый уровень в других сферах. Нужны изменения законодательства в отношении визового режима для профессиональных геймеров, как в Южной Корее и США. Светлое будущее уже не за горами, и именно сейчас создаются его основы. Любой из нас может повлиять на эти тенденции, наблюдая за турнирами в качестве зрителя или участвуя в них.